О самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. Продолжается наращивание сил для тушения лесных пожаров. Активно применяют авиацию. Сколько очагов ликвидированы за сутки? Современные методы лечения онкологии у детей. 25 лет исполнилось детской онкологической службе республики. Юбилею посвятили конференцию. Трамвай желания Валерия Келли-Пелли. 80 лет исполнилось со дня рождения выдающегося режиссера русского драмтеатра. На выставке показали личные вещи мастера. Кубок Илдархана в столице. Стартовали всероссийские соревнования по русским шашкам, крупнейшие в стране. Бой за титул чемпиона среди равных. Меньше суток осталось до турнира по ММА на Кубок главы Якутии. Сегодня бойцы встретились взглядами. Продолжается наращивание сил для тушения лесных пожаров. Также активно применяют воздушные суда. За прошедшие сутки огнеборцами ликвидированы 23 лесных пожара общей площадью более 24 тысяч гектаров. Обнаружено 6 новых очагов на площади 1750 гектаров. Всего на территории республики действуют 53 лесных пожара общей площадью более 200 тысяч гектаров. В ликвидации заняты 1268 человек, а также 37 единиц техники. За прошедшие сутки на тушение применялось 7 воздушных судов Ми-8 и 3 воздушных судна на авиапатрулирование. На сегодня запланировано на патруль 12 воздушных судов, на тушении 7 бортов Ми-8. Также сегодня в работе Ан-26 по доставке 19 человек на Зырянку для тушения пожаров в Верхнеколымском районе. При наличии ресурсной облачности запланирована работа зондировщика, преимущественно в планах отработать по Алекминскому району. Тем временем площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократилась почти в 19 раз. На сегодня в соседнем регионе ликвидируют 16 возгораний. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края. Очаги возгораний происходили в труднодоступной горной местности, окруженной тайгой. Однако после прошедших дождей за последние 2 недели площадь очагов пожаров сократилась до почти 62 тысяч гектаров. Но с 8 августа снова начался рост, достигнув 135 тысяч гектаров. Сейчас в лесах Хабаровского края действуют 16 возгораний. Также в МЧС сообщили о стабилизации обстановки с паводком в Приморье. За сутки в регионе после проливных дождей освободились от воды 404 жилых дома и порядка 300 приусадебных участков. Сейчас наблюдается спад уровней воды в реках южных и западных районов. Спасателям удалось просушить 130 домов и откачать воду из подвалов 107 жилых строений. Кроме того, восстановлено сообщение с 17 населенными пунктами, однако пока 7 поселков все еще остаются обесточенными. Возвращаемся в Якутию. Готовность больниц, школ и детских садов к отопительному сезону в Якутске составляет 90%. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев в ходе посещения котельных. Пунктами объезда стали котельные автодорожного и строительного округов по адресам Крупская, 37, Дзержинского, 9/2, Свердлова, 3/3, Лермонтова, 92/1. Также рабочая комиссия посетила новую котельную в районе птицефабрики. Мэр ознакомился с ходом ремонтных работ, а также проконтролировал готовность старой котельной обеспечить старт отопительного сезона. Между тем, подготовка к отопительному сезону идет по графику. Соцобъекты должны быть запущены 1 сентября. В городе Якутске действуют 34 крышные котельные в многоквартирных домах. Это общедолевое имущество собственников домов. Однако нужно постоянно следить за техническим состоянием. И здесь это ответственность полностью управляющей компании. По адресу, где мы посетили, все нормально. Компания обслуживает. Осмотрели детский садик. Готовность по объектам социальным сегодня по запуску к отопительному сезону более 90%. А также, исходя из температуры окружающей среды, планируем опережающий запуск в жилой фонд.
Современные методы диагностики и лечения онкологических и гематологических заболеваний у детей. Такую тему обсуждают на научно-практической конференции в Якутском национальном центре медицины. Конференция посвящена юбилею. 25 лет исполнилось детской онкологической службе республики. Подробности в материале Марферина Алексеев. В Якутии до конца 20 века дети, имевшие онкологические заболевания, лечились в одном педиатрическом отделении вместе с детьми, имевшими неонкологические диагнозы. Принципы организации работы стационаров и технологии лечения были не адаптированы под длительное лечение. Соответственно, показатели выживаемости были крайне низкими. Диагноз рак звучал как фатальный приговор. В 1998 году в Якутском национальном центре медицины открылось отделение гематологии. Сегодня онкогематологическое отделение применяет самые передовые методы лечения. Лечение острого лимфобластного лейкоза лучшие результаты 89%. При лечении опухолей почек 100% детей излечиваются. При опухолей печени 89% тоже излечение. Центральная нервная система составляет 64%. Все дети, которые с подозрением на онкологическое заболевание, сразу поступают или в хирургическое отделение, или к нам в онкологическое отделение, где мы проводим полностью обследование, очень короткие сроки. Все обследование у нас проходит референс в федеральных центрах, то есть подтверждается в федеральных центрах. Сотрудничество с ведущими федеральными онкологическими центрами происходит во всех сферах работы отделения, начиная от лечения юных пациентов, заканчивая научными и исследовательскими процессами. Активно применяется телемедицина, а оснащение самым передовым медицинским оборудованием позволяет производить лечение якутян, не выезжая из республики. Помощь, конечно, неоценимая, потому что мы на территории республики, не выезжая, вылечились, получается, да? Это было вот как раз август 2012 года. Уровень отделения уже тогда был очень такой высокий, да? Мы даже не успели подумать о чем-то плохом. Мы уже поняли, что мы в руках профессионалов. Там мы примерно год лечились. Сейчас ребенок в ремиссии. Медицина развивается быстрым темпом, и чтобы все сотрудники отделения были компетентны, в заведении часто проходят обучающие практические мероприятия. В рамках празднования 25-летия онкологической службы также организовали научно-практическую конференцию с участием ведущих онкологов России. Врачи обсудят технологии лечения и современные подходы раннего выявления онкологических заболеваний. Сегодня мы говорим о том, что на первой роли выходит химиоиммунотерапия, даже в базовом лечении, то есть с самого начала. Это новые препараты, которые имеют большую эффективность, но меньший вред. И другие методы, такие как клеточная терапия, это трансплантация костного мозга, например, такие методы, как новые подходы в хирургии, потому что сейчас у нас самое главное направление – это органосохранное лечение, чтобы не только излечить, но еще и улучшить качество жизни. Также помимо проведения научных конференций на открытии мероприятий вручили награды персоналу отделения, а родители выздоровевших пациентов подготовили сборник «Истории побед над болезнью», написанный самими детьми. Это слова благодарности врачам и мотивирующие примеры для нынешних пациентов отделения. Марферина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск. В поселке Нижний Куранах Алданского района появился арт-объект, символизирующий горнодобывающее производство. Установили его в кольце кругового движения. Само дорожное кольцо, въезды и выезды также подверглись реконструкции. На открытии побывал Руслан Павлов. Кольцо Куранаха – это единственное в Алданском районе круговое дорожное движение. Данную площадку давно хотели выделить и обозначить с принадлежностью к горнодобывающему производству. И вот теперь гостей поселка встречает экскаватор, который отработал на золотых куранахских копьях более 30 лет. Долго к этому шли, на самом деле думал даже, может быть, не сильно так, даже думал, что получится, но получилось. И вот достояние поселка, достояние общественности, достояние района. Мы не только сам арт-объект, да, мы в рамках благоустройства сегодня расширили саму дорогу, новый асфальт, новое современное освещение, бордюрный камень. Ну вот остается только разметку нанести.
Новое покрытие кольца проверили на прочность тяжелой техникой компании «Полюс Алдан». Водители оценили изменения, равно как и высокие гости торжественного митинга, организованного по случаю ввода объекта в эксплуатацию. Я впервые в вашем поселке, но уже сейчас бросается на глаза то, как развивается поселок. Даже тот факт, что за последние годы увеличивается количество жителей поселка, это говорит о многом. Жизнь в нашем Алданском районе бьет ключом, я бы это так назвал. И тот указ, который подписал Александр Сергеевич Николаев в июле прошлого года на 30-го года, он дает нам право надеяться при нашем личном всех участии в реализации этого указа. Указ получился достаточно хороший, финансово емкий, объектно насыщенный. Множество школ, садов, строительство социальных объектов. Куранахцы с воодушевлением и гордостью восприняли появившийся арт-объект, который символизирует глубокое уважение к труду золотодобытчиков, к труду многих людей, работавших и работающих на золотодобывающих предприятиях Куранаха и Алданского района. Опять же, с золотом это все ассоциируется, на котором мы все работаем, все. И этот экскаватор, который отработал более 30 лет на нашей территории, это какая-то гордость, что вот сейчас стоит и украшает нашу родину. То есть гордость за твой труд? Да, за мой труд, за труд моих родителей. Что все это, мы все вкладывались в это, в наш дом. Также вот этот экскаватор тут в свое время трудился очень много-много лет. Кольцо Куранаха открыто для движения транспорта. Теперь дело за малым. То, что построено для людей, они должны ценить, беречь и гордиться своей золотодобывающей историей. Руслан Павлов, Александр Лукин, поселок Нижний Куранах. Президент Владимир Путин поручил правительству России и властям республики обеспечить строительство многофункционального кинопавильона. Напомним, распоряжение глава государства дал по итогам посещения выставки развития креативной экономики в России еще 30 мая. В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что при решении вопроса необходимо обратиться к механизму дальневосточной концессии. Планируется, что в кинопавильоне разместят студии постпроизводства фильма, в кинопавильоны и залы для виртуальных съемок. С вводом объекта в Якутии появится возможность круглогодичного кинопроизводства. Также президент поручил правительству подготовить идеи по продвижению российских видеоигр за рубежом, в том числе в страны БРИКС. Кабмин должен исполнить поручение до 30 сентября. Напомним, в конце июля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать компьютерную игру, которая будет посвящена будням оператора дронов. Ранее Минэкономразвития разработала концепцию маркировки видеоигр вне зависимости от игровых платформ. Основная идея концепции в том, чтобы отрасль сама маркировала компьютерные игры в зависимости от их содержания. Это, в частности, позволит исключить избыточное регулирование и негативное влияние на креативную отрасль. Но если говорить в целом, то российской IT-отрасли не хватает 500-700 тысяч специалистов, сообщает Минцифры. На данный момент в этой сфере трудится около 740 тысяч человек. Однако для поддержания высоких темпов развития отрасли необходимо еще 500-700 тысяч специалистов. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он отметил, что за прошлый год объем продаж отечественных IT-решений увеличился на 22%. Снова переносимся в Якутию. 80 лет исполнилось со дня рождения выдающегося режиссера Валерия Келли-Пели. В честь этой даты открылась выставка, посвященная жизни и творчеству режиссера под названием «Трамвай желания» Валерия Келли-Пели. На открытии выставки работал мой коллега Александр Хавренко. В 1978 году молодой талантливый режиссер Валерий Келли-Пели по приглашению Министерства культуры Якутии возвращается в родной Якутск на должность главного режиссера Русского драматического театра. До 1990 года Валерий Яковлевич поставил на сцене десятки спектаклей, среди которых «Дети Арбата», а поутру они проснулись, «Иван и Мадонна» и многие другие. А первой его постановкой стал спектакль «Трамвай желания», поставленный по пьесе классика американской драматургии Теннесси Уильямса. Так и решили назвать выставку, посвященную 80-летию метро. «Трамвай желания» Валерия Келли-Пели.
Он открыто говорил на злободневные темы, опережая время гласности, как говорится. Он всегда шел впереди, он вел за собой как бы людей, зрителя своего. Я сама ходила еще буквально после института, молодая зрительница, еще не работала в театре, но я с интересом смотрела эти спектакли и помню, как мы жадно ждали очередной премьеры. На открытие выставки пришли актеры русского театра, которым в свое время посчастливилось работать с Валерием Келле-Пелле. В памяти вот прямо сейчас возникла вся вот эта вот атмосфера какой-то дружбы, каких-то ссор, каких-то непониманий, пониманий в то же время. И, наверное, того мастерства, которое мы от него получили, потому что он, во-первых, с очень хорошим образованием, он по-человечески очень хороший человек, очень добрый, и мы с ним были очень большими друзьями. Да, наверное, он со всеми в нашем театре был другом, прежде всего другом. Он был легкий, общительный, юморист. Экспонаты для выставки собирали долгое время. Что-то хранилось в личной коллекции организаторов, что-то передавали родственники. Для дочери Валерия Яковлевича и Яны открытие выставки очень волнительный и значимый день. Память о моем отце живет, для нашей семьи это много значит. Я очень рада, что в театре хотят возобновить премию имени Валерия Яковлевича Келле-Пелле и вручать ее не только актерскому составу, актерской труппе, но и особо отличившимся сотрудникам. На выставке можно увидеть афиши к спектаклям Валерия Келле-Пелле, фотографии, документы и личные вещи мэтра. Выставка открыта до 3 сентября. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. На вахту.рф на круглом столе рассказали о новой программе поддержки участников специальной военной операции. Проект «На вахту» выиграл грант для обучения и содействия в трудоустройстве бойцов в промышленных и инфраструктурных предприятиях. В ходе встречи руководитель проекта Петр Чехардун, а также приглашенные эксперты рассказали о текущих результатах и достигнутых целях. Организаторы проекта также поделились перспективами и дальнейшими планами развития программы помощи. В основном все промышленные профессии, проходчик, бульдозерист, водитель погрузчика и тому подобное. Этот проект должен помочь нашим ребятам социализироваться и быстро войти в жизнь, нормальную жизнь и также получать достойную зарплату. Мы думаем, что будем расширяться, потому что люди перебывают, и мы хотим этот проект масштабировать. Какие профессии наиболее востребованы в строительной и промышленной отраслях? На этот вопрос подробный ответ получили молодые люди из уст представителей среднеспециальных учебных заведений. Мастер-классы сегодня провели представители регионального техколледжа из города Мирный, Якутского промышленного техникума, Сунтарского технологического колледжа, Усть-Алданского и Верхневилюйского техникумов. Это 5-я встреча с желающими получить рабочие профессии. Они познакомились со спецификой подготовки тех или иных специалистов, и некоторые профессии даже попробовали на практике. Мастер-классы в этом году проводятся, да, впервые. Но я думаю, что эффективность все равно есть, потому что интерес у населения все равно возникает, да, даже если нет допустим, возможности поступить там очно, то можно в любое из данных учреждений поступить заочно, получить новую профессию, новую рабочую специальность за определенный там короткий срок, ну и, соответственно, овладеть новыми компетенциями, новыми навыками. Поэтому я думаю, что данное мероприятие, оно в целом эффективно. Далее о спорте. Кубок Вилдархана. В столице стартовали всероссийские соревнования по русским шашкам. Для шашистов это масштабное событие, поскольку на одном поле битвы собрались много титулованных спортсменов, в том числе международных. Торжественное открытие провели в Центре культуры имени Гагарина. На нем работала наш корреспондент Мария Кардашевская. В Якутии шашки пользуются большой популярностью. Благодаря первому президенту региона Михаилу Николаеву это движение приобрело массовый характер и активно развивается во всех районах. Сегодня в столицу Якутии съехались 260 лучших шашистов из 15 регионов страны, из которых 15 гроссмейстеров, 12 чемпионов мира и 30 мастеров спорта как российского, так и международного уровня. Вообще турнир, наверное, сильнейший за последние годы в России. 12 чемпионов мира, это уже о чем-то говорит, что участвует в турнире.
Среди именитых участников один из самых титулованных шашистов современности – 10-кратный чемпион мира Александр Георгиев. По признанию спортсмена, он приехал в первую очередь красиво сыграть. Да здесь много соперников, очень серьезная конкуренция. Мы много лет играем и на российских, и на международных соревнованиях, поэтому все хорошо друг друга знаем. Ожидание просто поиграть в шашки и сыграть красивые партии. Также в турнире оспаривает первенство звезда якутских шашек Матрена Наговицына. Конечно, мы все будем играть, надеяться на победу. Как участник для меня радость не только стать победителем, да, если я выиграю, допустим, а еще и принять участие. Мне кажется, для любого это будет хороший праздник шашек. Ну а среди самых юных участников турнира 7-летняя Кира Устинова, которая с 6 лет играет в шашки и уже имеет целый список побед. Иногда по 5, иногда там по 2, по 3 выигрывал. Еще я на республиканском соревновании когда-то выиграла 2 место. Мне нравится играть в шашки, потому что мне очень это хорошо развивает ум. Я из-за этого становлюсь еще умнее, и мне очень нравится. Я хочу, наверное, стать тренером по шашкам. Общий призовой фонд Кубка превысил 1 миллион рублей. Уже 20 августа будет объявлен победитель, который получит главный приз. Победитель всероссийских соревнований на Кубок Ильдархана, получает серебряную корону, медаль с бриллиантом, мантию, а также 350 тысяч рублями. Такой турнир проводится в Якутске впервые, но на этом организаторы планируют не останавливаться и сделать кубок ежегодным. Мария Кардашевская, Илья Сыромятников, Якутск. Игры Ботуров также стартовали в Якутске. До 20 августа будет проходить республиканский фестиваль спортивной борьбы. Соревнуются в 4 возрастных категориях на 3 локациях столицы. Подробности первых схваток в сюжете. Республиканский фестиваль спортивной борьбы «Игры Ботуров» на призы первого победителя первенства мира среди юношей Илариона Федосеева проводится еще с 1999 года. В настоящее время соревнования стали одним из важнейших турниров среди юношей. Михаил Ефимович Николаев, наш Республики Саха-Якутия, именно став на должность, он первым делом «Игры Ботуров» начал. С ним рука в руку работали Вячеслав Павлович Карпов. Собралось 2000 участников. И это соревнование проводилось на стадионе. С этих пор вот эти соревнования уже традиционно проводятся у нас в республике. Они собирают множество количества юношей, любителей борьбы. Для ребят игры Ботуров стали не только очередным соревнованием, где им предстоит одержать победу над соперником, но в первую очередь это вызов себе, победа над собой. Я выступаю в весовой категории 92 килограмма. Третьим участником. Я настроен привезти домой еще одну медаль. Я очень сильно готовился на эти соревнования. Эти соревнования для меня очень много чего значат. Это для меня тест. Готов ли я перейти еще на один уровень вперед? А вот спортсмен из Горного Улуса, 14-летний Арсен Постников, вышедший на мат, одним из первых одержал уверенную победу над соперником со счетом 8-0. Я сейчас боролся с намским парнем, выиграл схватку. В дальнейшем я хочу занять первое место. Одним из участников нынешних игр являются спортсмены из Тампонского Улуса. В составе сборной 17 человек. К соревнованиям юные спортсмены готовились в течение всего года. 1,5 месяца были на сборах в Осетии. Я думаю, у всех шансы есть. Все старались. И с сидения может любой там говорить, что проиграл, выиграл. Надо выйти, психологически собраться. Для ребенка это уже большая победа, когда он сюда приехал, согнал вес. Не каждый его ровесник это сможет сделать, проявить характер. Я думаю, это уже результат, что они уже находятся здесь. Имена победителей мы узнаем 20 августа. По итогам фестиваля спортивной борьбы победители получат ценные призы, а также вступят в сборную команду республики для участия в Детях Азии. Наталья Николаева, Артем Алексеев, Якутск.
Бой за титул чемпиона среди равных. Меньше суток осталось до турнира по ММА на Кубок главы Якутии. На ринг выйдут 26 спортсменов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Бурятии, Алтая, Новосибирска, Москвы, Дагестана, Ирана и Якутии. Сегодня бойцы встретились с главой республики Садом Николаевым. Ну а уже в выставочном центре Кружала спортсменов ожидало взвешивание и важнейший ритуал – стритдаун или битва взглядов. Это обязательный элемент перед стартом каждого бойцовского турнира, когда спортсмены пытаются пересмотреть противника или подавить его взглядом. Есть желание развивать спорт. Вот такого масштаба турнир провели. Это огромная благодарность главе, конечно, то, что развивает спорт. Спорт – это как бы праздник для молодежи, для ребят, для спортсменов. Каждый турнир – это развитие спорта, поэтому это очень хорошо. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.